Всем привет! И, собственно, продолжая обзоры Nokia E63, я хочу теперь рассказать о втором способе общения, не электронной почте, а ICQ. Собственно, частично именно из-за этого я покупал этот телефон. Ну и как основной клиент для ICQ и вообще как мессенджер я использую мобильный агент от mail.ru. Он поддерживает не только профиль mail.ru, но и другие профили. Сейчас я покажу, где они находятся. Если мы выберем настройки, учетные записи и создать новую учетную запись, как видите, здесь будет mail.ru, ICQ, Jabber, eOnline, Google Talk и LiveJournal. Как видите, интерфейс примерно из себя представляет все время всплывающие какие-то определенные списки. Мне кажется, это похоже нечто на Windows или на базовую прошивку Sony Ericsson A200. Что-то такое, в случае, между ними общее есть. Ну, вот в моем понимании. Ну и, собственно, дальше вот список контактов мы видим. Может, как вы видите, здесь есть иконки, собственно, с портретами у тех контактов, у кого есть сейчас портреты. Мы можем, собственно, когда мы заходим, как видите, легко переключаемся между контактами. Есть поле ввода, вот примерно так. Еще очень интересной особенностью, которая появилась в 1.69, это контакты из моего мира. Берем отобразить на карте. Окей, нажимаем показать. И как видите, вот зеленый человечек, это, собственно, я, где нахожусь. Так, нет, желтый человечек, это где я нахожусь. Зеленый человечек, где находится другой человек. И остальные вот люди, которых вы можете видеть в данной местности, с кем-то пообщаться, посмотреть о нем информацию. Например, нажимаем, можно посмотреть фото или анкету, если человек загрузил. То есть вот можно найти таким образом, как говорится, с людьми, с кем пообщаться. То есть вот какая-то такая социализация на карте, это очень интересно. Ну и, собственно, вот, ну а так дальше что говорить, Аська как Аська. Конечно, есть и другие ICQ клиенты. Ну, например, собственно, даже сам клиент от ICQ, он построен на языке Java, довольно тормозной, кстати, и не очень хорошо настраивающийся. Но вот сейчас я подключусь, зато он, как говорится, со всеми фирменными звуками и фишками, собственно, этого ICQ. Ну, программа подгружается. Как вы видите, телефон поддерживает связь 3G, но для Аськи это, конечно, не существенно, но вообще лишний раз напомнить можно об этом. Ну и, собственно, вот загрузилось. Мы вроде в сети, а никого что-то мы не видим. А вот появились люди, которые сейчас в сети. Ну и можно что-нибудь написать. Что-то не пишется даже. Ну, в общем, это клиент недоделанный, и мы о нем забываем. Также можно, например, выбрать еще какой-нибудь клиент, например, Slick от Lonely Cat Games, но он, правда, на английском языке, но тем не менее можно вот тоже подключиться к ICQ способом, этим методом. Ну, то есть клиентов на самом деле много, вы можете выбрать по своему вкусу, но я, конечно, рекомендую мобильный агент от mail.ru, потому что он действительно наиболее функциональная и продуманная программа на рынке, по моему мнению. Ну, на этом с ICQ, наверное, все. Всем пока.